Ну что, друзья, наступило утро. Идут вот последние приготовления для кочевки. Уже тех оленей, которые вчера поймали, запрягли в сани, в нарту. И вот сейчас последнее приготовление. Сейчас будем собирать палатку, попьем чай на кухне. Потом ее соберем, сложим и поедем. Вот Дима у нас упаковывает сейчас свои нарты. Дим, как? Дела? Упаковка все нормально проходит. По плану вроде, да? Слушай, а такой вопрос. Вот эти вот олени, которые вчера поймали, они же пойдут в спарки с... Мы вчера поймали молодых, а старые как бы их будут учить, да? Ну, так же, как, грубо говоря, на охоте собаки. То есть старые собаки учат. Ну, тут то же самое получается. Старые олени... Ну, более взрослые, да, получается? Не то, что старые, более взрослые олени обучают молодых. А олень будет запрягаться будет каждый, да, в нарте? Да. Ну, не будем мешать, думаю, занят сильно. Все-таки сроки, торопимся. Нам бы еще сегодня доехать за перевал. Вернее, не за перевал, мы за перевал уйдем на вторые сутки. То есть нам необходимо сейчас доехать до места ночевки. Желательно бы по свету это сделать, но не факт. Здесь темнеет уже в 4 вечера. Посмотрим. Дорогу, как говорится, не загадываем. Друзья, хотелось бы отметить, что кочевание почему происходит именно в данный момент? Потому что оленям необходимо добраться до места отела. Потому что олень производит отел. Ну, вообще этот процесс происходит именно в тех местах, в которых постоянно это делается. То есть вот у первого стада есть маршрут. Круг этого маршрута ровно проходит год, чтобы круг сделали. Ну и вот, чтобы родились туготы, олени возвращаются именно в то место, где всегда происходил отел. Ну и мы, соответственно, вот сейчас собираемся. Здесь сборы идут все четко, точно. Получается, в каждую нарту ложатся те вещи, которые необходимы для жизнедеятельности. И вот, грубо говоря, смотрите. Вот в эти нарты, к примеру, пойдут наши вещи. Вот здесь уже со вчерашнего вечера были упакованы некоторые вещи, которые не мерзнут, скажем так. Ну и, соответственно, наши вот сидушки. Пустые нарты поедут, ну, пойдут еще палатки. И вот, к примеру, вот моя сидушка. Вот здесь я буду, грубо говоря, сидеть. Да, и, кстати, вот обвязывается как бы сидушка. Это как раз упор в спину, но и это, в свою очередь, также и защита. Потому что задняя нарта может на уклонах ударить по спине, поэтому вот это вот защита спины. Все вот так вот легко и просто. Испытано на себе. Что мы уже собираемся в дорогу. Так вот одеваются сами оленеводы перед кочевкой. Одевают теплейшие просто носки, кенчи, сверху валенки. Вот Семен стоит, смотрит, правильно ли он одет. Да, я вот все смотрю, наблюдаю за этим делом. Там люди двое кенчи одевают. А у меня мало того, что я взял валенки с полиуретановой подошвой, которая мерзнет, оказывается. И это, ну скажем так, когда покупал спецодежду, мне никто не сказал, что подошва будет мерзнуть. А так вообще, по идее, вот оленеводы носят именно, если обратите внимание, валенки без всяких подошв. Правда, тут еще подшивается, да? Ну там. А в моем случае вот так. И я вот, у меня сейчас это двое пар носков. Я еще одни вот такие шерстяные одену. Оп, вот так вот. Оп. И попробую одеть вот так валенки. А так у меня внутри 3 пары штанов. Показать уже не могу, потому что оделся, ну, если только вот так. 3 пары штанов у меня. Вот снизу могу показать. Вот, грубо говоря, первая пара. Получается, вот вообще вот так. Вот первый слой, это термобелье. Вот второй слой, это такие более-менее осенние
смешанные. И вот такие вот рыбацкие. Ну не знаю, говорят, будет холодно. Будем проверять. Как раз испытаем на себе одежду, замерзнем или нет. А между прочим, лайфхак, если говорят замерз в санях, то надо с них вставать и бежать за оленями. Таким образом можно согреться. Ну а мы собираемся кочевать. На улице минус 38. Ехать мы будем на санях прям по ветру. Поэтому к подбору одежды нужно отнестись более основательно. Я одела колготки монгольские шерстяные, еще одни колготки, штаны хбшные и комбинезон. А снизу одела боди. Вообще на все времена повязка на спину специально отдельная, тоже монгольская шерсть. И еще одна шерстяная кофта, и еще сверху одна шерстяная кофта. И, конечно, сверху у меня будет, получается, комбинезон и еще огроменная вот такая куртка. Я очень надеюсь, что мне будет тепло. На голову я тоже надела вот такую повязку, сначала хбшную, затем у меня будет балаклава и еще большая ушанка. На руки я надену одни перчатки, сверху еще одни перчатки и затем вот такие вот варежки. Надеюсь, что руки у меня тоже будут в тепле. На ноги я надела, получается, 3 пары носков и валенки. Испытано на себе. Ну что, друзья, нарты уже готовы. Осталось вот буквально считанные минуты до нашего отъезда. 2 упряжки, по 10 саней, по 10 нарт. К каждой нарте привязаны олени по 2 штуки. Ну, то есть олени тянут, получается, за каждую нарту. Это первая нарта, на которой будет сидеть именно наездник. Вот здесь будет сидеть Ясмина. Ну и дальше, конечно, спутниковая тарелка. Это одна из самых важных частей. Ну и тут буду сидеть я. Жилище уже все собрали. Остались только палки. Палки здесь оставляют, потому что, возможно, в следующий раз на этих же местах будут установлены также палатки. Вон Софья одета очень тепло. Софья, даже лица не видно. Я оделась по принципу мне еще рожать, а Семен оделся по принципу у меня запасное здоровье дома. И авось. Так. Ну, дальше будем ехать уже на нартах. Дорога долгая, ориентировочно говоря, 4 часа. Сказали, не загадывай. Скорее всего, приедем по темно и будем устанавливать там палатки. Там это отдельная история. Друзья, ну мы уже едем на оленей упряжке. На самом деле очень круто, немножко опасненько, поэтому
Сейчас я в дороге попробую поснимать. Но так в целом, вот, когда сидишь внизу, оленя дыхание даже немного греет. Сейчас на улице минус 40, но мне тепло. Ясмина, ну как твои ощущения? Классно, скажу, что очень тепло. Ну, за счет, наверное, вот дыхания оленя и за счет того, что я очень тепло одета. В целом, кстати, по реке, мне кажется, сейчас вот прям зимой легче, да, на санях, чем весной, когда там и вода, и лед еще одновременно. Ну да, конечно. Гриша, а что мы там? Нам еще сколько ехать? То есть мы сейчас... Можешь нам немножко дорогу нашу описать? Мы сейчас по горной речке выходим на... На основную речку, на большую Хунхада называется. Ага. И по ней вниз будем ехать километров 14. А потом в другой ручей заезжать будем. Там километров 7, наверное. Угу. И то выходит. Отсюда нам километр до Хунхады. Еще 1,5 километра до Хунхады. Угу. Ясно. Но едем вот так вот, в общем говоря, весело. На улице морозно, но нам тепло. Испытано на себе. Мы сейчас остановились. Оленям необходимо немножко передохнуть тоже, отдышаться. Ну а мы ждем нашу вторую упряжку. Они немножко задерживаются. Не знаем почему, но пока стоим, ждем. Так, ну у нас что, пришла наша упряжка вторая. И вот мы продолжаем наше движение. Друзья, хотелось бы сказать, что мы сейчас вот идем по прямой, пока еще скорость не набрали, но уже чувствуется вся эта, скажем так, традиционная поездка, кочевка на оленях, упряжках. Как Гриша сказал, нам еще 1,5 километра до реки Хунхада, а потом, как Гриша сказал, нам еще 1,5 километра до реки Хунхада, а потом вниз по ней идем, поднимаемся в горы, ну и там в районе 20 километров, 20-27, ну все это примерно. Конечно, все это на карте все это будет указано, показано. Так, а так упряжка набирает ход, и нужно уже балансировать. Когда поворачивает налево, необходимо повернуть тоже вес налево. Когда поворачивает направо, необходимо вес перебрасывать тоже направо. Ну, в принципе, все интуитивно понятно. А так мы идем сейчас именно по реке, по горной речке, непосредственно по горной, замерзшей речке, так как, ну, понятно, что по льду спускаться намного легче, здесь ровный снег. Фу. Только что мои сани наехали на льдину, чуть не перевернулся, но ничего. Рядом со мной бежит молодой олень. Вот тут еще один. Я с ребятами уже подружился, как видите.
виды, конечно, ребята, неописуемые, просто неописуемые. Как бы там ни было, как бы там, кто бы что ни говорил, холодно там, но это стоит того. Испытано на себе. О, ребята, кайфово, просто кайф. Тут еще внизу, когда сидишь на нартах, вокруг у тебя олени, слева олень, справа олень, сзади, спереди, и ты сидишь как бы вот так вот в дыхании оленей, и это дает определенное тепло, потому что стоит только высунуть голову, становится как будто бы прохладно. Я вот не могу это объяснить, либо это действительно становится тепло из-за того, что вокруг толпы оленей, либо это самовнушение. Ну, в общем, кайфово. Самое главное, что все очень хорошо. И прямо едешь и любуешься видами. Это просто супер. Мы, кстати, уже спустились на реку Кунхада и сейчас едем вдоль нее вниз по речке. Да. Ну, друзья, как Гриша сказал, чтобы отогреться, необходимо двигаться, походить. И вот время от времени мы останавливаемся. Гриша вот спрашивает, да, замерзли, не замерзли? И в итоге вот у меня немного, скажем так, ноги замерзли, потому что я в валенках, не в таких, как ходят оленеводы, а вот с этим, с полиуретаном. Это не резина, это какой-то материал, который якобы не мерзнет, но в них все равно прохладно. И как правильно нужно сделать, чтобы отогреть ноги, пройтись? То есть вот эта вся упряжка идет шагом, да? Да. И вот. Ну, в общем говоря, чтобы я отогрелся, две упряжки остановились, и мы пойдем пешком. Вот такую вот проблему я создал оленеводом. Из-за этого, возможно, мы опоздаем, но ничего страшного. Быстренько постараюсь отогреться. Ну, главное, чтобы тепло было. Главное, комфортно. Здоровье это важнее. Да, так и есть. Ну что, пойдемте?
Ребята, в общем говоря, идем и вот у меня, допустим, рюкзак, да, это дополнительная нагрузка, здесь аппаратура, я ее не привязываю. Она, кстати, вся замерзла. И дрон, если запускаете, вдруг, если у оленеводов будете, то запускайте дрон сразу, потому что он тут замерз и больше не летает, хотя батарейки в тепле. Но тем не менее, мы идем вот таким вот образом. Чуть-чуть, как будто мы бежим. И обязательно хлопаем в ладоши и внутри качаем руками, получается, вот так вот делаем, чтобы качать кровь. И можно еще вот так вот делать. Это разгоняет кровь. У нас оленеводы уже ушли, давай догоняйте с меня. Только вот так вот. Бегом. Скажем так, ноги выше, настроение поднимаем, руками машем и дышим, не забываем. Испытано на себе. Ну что, 7:30 вечера, мы доехали до места положения. Вот тут вот у нас уже заготовленные жерди. Коротко о том, насколько было холодно. Смотрите, у меня просто все покрылось снегом. Вот это просто стало, в общем, покрылось льдом. Вот так вот мы ехали. Так, друзья, вот мы приехали сейчас именно на место, скажем так, перевалочный пункт. Мы сейчас кочуем с одного места на другое вместе с оленями. И сейчас вот наступила ночь, мы остановились на перевалочном пункте. И в данный момент ставим палатку. Палатку также ставится в ночь. Сейчас сначала поставим палатку, поставим буржуйку, затопим печку. Ну, сначала наколем дрова, конечно. Потом сделаем себе столик перекусить и постель, чтобы поспать. То есть кровать будем делать. А так, настроение огонь. Просто темно. А так, в целом, все хорошо. Вроде бы на улице минус 40, но здесь, в лесу, ощущается как будто тепло, особенно когда работаешь. Вот так вот минус 40 в тайге. Приблизительно вот так вот выглядит наша будущая палатка.
вот греем его. А сколько веток надо? А? А сколько веток надо? Это для чего вообще мы стелим? Чтоб холодно не было. Ты в кофе-то не кидай вот так вот. Пространство, да, между ними? Вон туда подожди. Так, друзья, мы поставили палатку, затопили печку. Ребята пошли за дровами и еще дополнительно набирают ветки, чтобы сделать утепление пола. Ну, непосредственно Софья и Ясмина сейчас занимаются утеплителем, как раз чтобы нам было комфортно спать. Дело в том, что вот как раз таки вот этот вот утеплитель естественный, он это единственное, что отбивает землю, ну то есть холодную землю, за счет того, что получается прослойка воздуха, сохраняется там тепло, и тепло туда сверху вниз не уходит в саму землю. Плюс сверху еще постелим шкуры, и будет очень комфортно спать. Испытано на себе. Ну что, друзья, сегодня наступил четверг, и это банный день. И мы сегодня будем ставить в Тампонском Улусе, на берегу ручья, на стойбище у оленеводов, баню. Ты готова принять баню? Готово. Для начала нужно, конечно же, расчистить. Да, и это будет баня очень интересная, в палатке. Ну что, мы поставили палатку, установили печку, и сейчас необходимо затопить, а потом пойдем собирать лед. Но для того, чтобы затопить, тут у эвенов, у оленеводов есть такой лайфхак. Они делают вот такую вот стружку. Вот таким вот образом выглядит стружка. Ее необходимо... Вот у меня собрано. Ее необходимо собирать завертонами вниз. Вот таким вот образом. Оп, оп. И вот у меня еще одна. Оп. Собрали и положили в печку внутрь. Только завертонами вниз. Вот так вот, посерединке. Угу. Вот. И теперь по бокам необходимо положить полено. Ну, то есть дрова. Мы берем дрова. Берем вот такие вот. Два полена. Первое полено мы положим с правой стороны. Второе полено мы положим с левой стороны.
чуть-чуть на него. Вот. Вот эту часть будем поджигать и разожгется. Далее положим мелочь. Тут мелочи много. Заранее заготовляю. Прямо можно. Ну вот, таким вот образом положили и теперь поджигаем. Загорается все это дело махом. Спектакль пошла. Пора закрывать дверцу. Появились первые звуки дров. Ну, вот так вот. Закрываем дверцу. У нас идет тяга. Сейчас разожгется печка. Ну а мы сейчас соберем лед, поставим бак. И уже банька будет почти готова. Начнем принимать. Ну, закрываем еще и эту дверцу. Ну что, Ясмина, как у нас дела со сбором льда? Мальчики набили, мне осталось только собрать. Да, мы собираем вот такие вот небольшие кусочки льда. Необходимо заполнить вот эту бадью. Скажем так, тазик наш, да? Ну не тазик, емкость, где будет вода. Надо поплотнее, Ясмина. Ну, куски побольше. Не, все нормально. Хочу отметить, что мы находимся на ручье. Это даже не знаю, какое название у ручья. Но мы зашли на этот ручей с реки Хунхада вверх по течению, вверх по ручью. Здесь уже вот раздолбили лед, собираем его. Собрали. Готово. Да, не лед, а не вода. Ага. Подъем скользкий. Приходится. А тут Ясмина еще набрала полную кастрюлю. Иду, вот падаю. Ну ничего. Что не сделаешь ради баньки в четверг. Ничего, печка у нас уже сама парит. Ничего, мы поставим еще бадью с водичкой, чтобы у меня вот так более устойчиво. Ну, вроде нормально. Сейчас лед растает. Начнем принимать баню. Кстати, стульчик. У нас тут стульчик. Вот здесь будем сидеть, париться. Ну и ковшик, чтобы набирать и умываться. Так, сюда. Испытано на себе. Ну что, вот у нас банька. Скажем так, лед уже растаял. Печка горит, накаленная вся. Ну, мы будем принимать баньку. Сейчас будем набирать водички. Ну и поддадим парку. Ох, сразу парит. О, сразу хорошо стало. Закрываем комфортно. О, здесь парю. Ну теперь мне нужно найти какую-нибудь елочку небольшую и сделать дождик, чтобы остудиться. О, хорошо. Попытаюсь лучше ударить. Ну вон там есть какая-то. Пойдем сюда.
Ну-ка, попробуем более-менее тоненькую нашел эту дерево, чтобы дождичек. О! Ой, хорошо. У. Ну и, конечно же, нужно вот так, чтобы полностью остудиться. Ну и потом идем на второй заход. Нет, я только руки снимаю. Что вы делаете? Вообще ничего не видно. Вы, получается, так валенки подшиваете? Да. Ну что, друзья, я вот одеваюсь сейчас в валенки. Мне Дима подшил валенки. То есть дополнительный слой войлока на валенок. Я туда одеваю их вот с такими кенчами. Берем с одним носком, одеваем кенчи. Кенчи это вот такие, короче, вот такие вот штучки. Держит тепло очень хорошо. Одеваем валенок. Кстати, из чего они кенчи делают? Из шерсти? Ну, именно у меня эти кенчи, получается, куплены в обычном рыболовном магазине. Я даже не знаю, из чего это. Возможно, это даже синтетика. Но, по крайней мере, тепло, ветер держит. Ну вот, в общем говоря, вот у меня теперь такой валенок. Тепло и комфортно. Первый раз, когда я ехал, я брал с собой вот такие вот валенки с такой вот подошвой. Дело в том, что вот эта подошва замерзает, и все тепло уходит туда. И получается, я хожу всегда с холодными ногами. Мне приходилось бегать, прыгать, как-то согреваться. Сейчас попробуем вот в этих уже валенках завтрашний качок. Думаю, что будет хорошо. Тут у меня одна проблема, я их снять как бы вот. Ой. Фу. Сложновато. Снимаются с кенчами. Опа. Кенчи толстые, да? Да, у меня кенчи толстые. Что, еще раз обожглись? Покажите. Покраснее. Нормально.